повертаємося у студії програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереградська. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. І сьогодні ми вирішили поговорити про таке явище, як нове покоління Z. Що це таке? І, власне, як ладнати з новим поколінням, з підростаючими дітьми. Ми запросили в студію Дар'ю Селіванова, психолога, психотерапевта, аби поспілкуватися на цю тему. Вітаю вас, доброго ранку. Доброе утро. Ну, власне, давайте все ж таки дамо певну дефініцію, яка відмінність між старим поколінням, там є певні класифікації, X, Y, але загалом ми розуміємо, що є старе покоління і ось це нове покоління Z. В чому відмінність? Мне кажется, что этих изменений, этих отличий достаточно много, и если начинать с того, что, наверное, больше всего бросается в глаза, современные дети однозначно гораздо более легко, быстро воспринимают новую информацию, обучаются технологиям, новым каким-то средствам связи, новым формам общения и так далее. То есть скорость их обучения и восприятия новой информации значительно больше. И они, мне кажется, гораздо больший объем информации могут покрыть, потому что все-таки, количество единиц, скажем так, информации, которые сейчас любой человек получает каждый день, и то, которое он получал 30-40 лет назад, кардинально отличается, тут это понятно. Поэтому эти детки, конечно, они гораздо больше... Они более гибкие, более быстрые в приспособлении к меняющимся каким-то условиям, новым информационным каким-то технологиям. Потом мы говорим про то, что эти дети гораздо более, наверное, свободолюбивые, если вот правильно использовать это слово. Для меня был... Я помню очень такой показательный пример про то, как ко мне, как к детскому психологу, приходит семья, и мама рассказывает ситуацию, что там ребенок, учительница сделала ему замечание про то, что как-то он там не совсем хорошо или правильно пишет, он ей сказал: вам не нравится, можете не читать. И я понимаю, что когда я была ребенком и ходила в школу, такая реакция, она вообще выходила за рамки возможного. В принципі, навіть уявити. Так, а з чим це зумовлено? Чому? Тобто діти розвиваються таким чином, що вони більш вільні у своєму спілкуванні? Чи навпаки це є проявом більш якоїсь замкненої такої тенденції? Чому? Мне кажется, это точно хорошее проявление. Это больше говорит о том, что сейчас, во-первых, стали гораздо более грамотные родители. Сейчас уже больше даже запросов вообще у родителей узнать, как правильнее или как гармоничнее воспитывать своих детей. Потому что все-таки, если мы берем там постсоветское пространство, там основной вопрос был выжить, заработать денег, как-то там... Вопрос, как правильно воспитывать ребенка, он достаточно редко задавался. Воспитывали как умели, как могли, так и делали самое хорошее, что могли. То сейчас у родителей гораздо больше тяги к информации, гораздо больше информации есть о том, как правильно и как неправильно, как реагировать на какие-то агрессивные проявления ребенка. И родители, мне кажется, гораздо сейчас уже более щадяще, что ли, или более... человечнее реагирует на проявление самостоятельности ребенка в какой-то период времени, и, соответственно, у него закрепляется и оставляется право, приспосабливать этот мир под то, как ему комфортно. То есть то, что у нас раньше было недопустимо. Раньше было поколение, скажем так, послушных, воспитанных детей. Сейчас ценности другие. Сейчас послушность и воспитанность все равно, конечно, остается, понятно, но уже гораздо более ценным становится возможность высказывать свое мнение, возможность, брать инициативу на себя, самостоятельность, то есть даже если взять по тому, какие сейчас, люди требуются на работу, гораздо больше сейчас ценится возможность быстро обучиться и способность самостоятельно, предлагать какие-то идеи, чем, исполнительность, и вот такая вот, какая-то послушность, скажем так. Поэтому я думаю, что это хорошее проявление, и не нужно его бояться, это не совсем удобно родителям, и есть определенные сложности с тем, что они сталкиваются с бессилием, что старые формы воздействия на детей, они не работают. Ребенка уже не получается пристыдить. Когда в школе, в той же, ему на него не подействует фраза «как тебе не стыдно?» такое говорить учитель. Он скажет: а почему мне должно быть стыдно? И поэтому вот у родителей тут
скажем так, стоит огромная задача на вырост, это искать новые способы обращения, да, воспитания таких детей, то есть пересматривать свои какие-то модели воспитания, которые были свойственны им. Про способи виховання ми обов'язково поговоримо трішечки пізніше, а от зараз важливо, в принципі, визначити те, що поколінням Z, це новим поколінням, вважаються люди, які народилися у 2000-х роках, тобто це вже той період, коли був інтернет, тобто ці люди вже не знатимуть, що таке, коли інтернету немає соцмереж, так, немає такої кількості інформації. Окрім того, звісно, є відповідні дослідження, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я у 2014 році провела дослідження, згідно якого отримала інформацію, що нинішнє покоління, воно відчуває себе більш щасливим і життєрадісним, і навіть зменшилися показники вживання алкоголю і тютюну серед молоді в порівнянні з попередніми показниками. Але разом з тим, в той же час, з 2015 року, британська організація Childline, це екстрена гаряча лінія, вони також приймають дзвінки від дітей. Вона зазначає, що загалом з 2015 року діти-підлітки звертаються з проблемами депресії і оцього гнітючого стану. Тобто це, так, я так розумію, вплив саме оцих соцмереж, интернету? Не соглашусь с вами, потому что просто мне кажется, что до нынешнего периода времени у детей в этом возрасте не было возможности обратиться и сказать о том, что у них есть депрессия или им плохо. Ну, я общаюсь со взрослыми, да, клиентами, теми, кто родился, получается, раньше. То есть, когда они были в подростковом возрасте, они очень часто описывают, что у них была депрессия, им было плохо, но у них не было с кем про это поговорить, не было просто развито социальной поддержки в этом отношении. Поэтому не могу сказать, что это влияние соцсетей. Соцсети – это такой же аспект жизни, как и все остальное. Если помните, были раньше истории про то, как родители ругали детей, которые читали книжки под одеялом. Когда-то книжки под одеялом казались вредом. Да, и ругали за то, что ты как ты почему-то не спишь, чего ты читаешь. Но мне кажется, что там спустя 20-30 лет приблизительно наши вот эти страхи по поводу того, что соцсети это зло, будут восприниматься, как сейчас воспринимаются книжки под одеялом. Но это неотъемлемая часть нашей жизни. Это, невозможно это игнорировать. Нужно научиться это интегрировать в свою личную жизнь, в жизнь ребенка и обучить тому, как правильно обращаться с соцсетями, как правильно использовать гаджеты, какие они же дают огромное количество возможностей. Нельзя говорить, что там гаджеты – это зло. Любая зависимость, например, от телефона, от соцсетей, от игр возникает там, где есть какая-то неудовлетворенная потребность. Просто раньше она удовлетворялась каким-то одним способом, сейчас это соцсети. Нельзя говорить, что следствие, которое есть, это зло. На самом деле, если есть какая-то проблема, нужно искать, почему у ребенка такая сильная зависимость. По сути, когда ребенок рождается, любая мама скажет, да, ему не интересуют никакие игрушки. Ему основное – это человеческий контакт. Просто в какой-то период времени что-то может ломаться, и этот человеческий контакт может отходить на второй план, и на первый план может выходить, допустим, виртуальный мир. Но это повод посмотреть, какой процент времени ребенок проводит там, и если он слишком большой в виртуальном мире или в гаджетах, это повод задуматься, почему так. Что ребенку не хватает в его реальной жизни для того, чтобы и помочь ему в этом. Тобто більш уважніше слідкувати за таким внутрішнім станом дитини і звертати на це увагу. Конечно. Ви самі зазначили про те, що ці зміни, вони є невідворотними, це є, це існує, це наші реалії. Добре, але трансформується, я так розумію, і мозок, і психіка дитини, тому що вже люди, вони сприймають більшу кількість інформації, але дещо з тривалістю і запам'ятовуванням на довгий період це може є певна проблема. Тобто ми стикаємося з тим, що маємо змінювати систему освіти, навіть в навчальних закладах. Яких саме змін потребує ця система, на вашу думку? Мне кажется, что
как бы отличия, которые я назвала в самом начале, да, по поводу того, что сейчас дети более свободолюбивые. И, конечно, сейчас нужно менять в первую очередь систему образования в том плане, что убирать форму подачи информации, которая есть в нашей там старой постсоветской системе. То есть, конечно, акцент должен быть больше на выявлении индивидуальных особенностей, способностей и интереса ребенка и поддержание это, да, и создание, скажем так, условий для того, чтобы эти способности можно было максимально полно развить. Но при этом не убирая момент все равно дисциплины, ну, как бы определенной социализации детей и так далее. То есть вот, вопрос реформы образования, он, конечно, очень сложный. Я думаю, что я здесь не совсем компетентна какие-то рекомендации давать, но то, что я вижу, допустим, по клиентам, которые приходят ко мне, да, деткам, допустим, или семьям, которые приходят ко мне, основные проблемы как раз возникают там, где у ребенка есть уже желание, допустим, заниматься какими-то предметами, которые, возможно, не входят в стандартную систему школьного образования, но при этом какие-то простые вещи, которые, допустим, простые предметы для ребенка просто неинтересные. И родители это воспринимают как то, что у ребенка нету мотивации учиться, а на самом деле она у него есть. Просто его из сферы интересов не входит в алгебру или биологию. У меня был тоже очень показательный пример в этом плане, когда обратилась семья с подрастающим, с ранним подростком, скажем так, да, там, по-моему, около 11-12 лет мальчику было. И запрос был, что у него депрессия и компьютерные игры, а по факту оказалось, что у пацана есть огромное увлечение кулинарией и строительством, и в компьютерных играх он строит. Это его способ получать удовольствие от того, что чем ему нравится заниматься. Просто этого нету в системе образования. Поэтому система образования классическая, да, для него не сильно интересна. Альтернатив пока, к сожалению, сейчас бум частных школ, частных садов, и я думаю, что он будет только набирать обороты. И это здорово, я считаю, потому что хотя бы хоть какие-то пробы создать что-то другое, новое что-то. В нас вже залишається зовсім мало часу. Давайте так, можливо, тезисно, короткі поради батькам, от що потрібно робити, аби діти, а це саме зараз підлітки покоління Z, тобто 15, 16, 17 років, що потрібно робити, аби вони були здоровими психологічно? Я предлагаю обязательно обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка, однозначно не игнорировать, если ребенок как-то изменился, вы замечаете, что там он замыкается, то есть какие-то изменения, которые раньше вы не наблюдали. Просто обращайте на это внимание, и дальше начинайте разбираться, если получается самостоятельно, если не получается с помощью психологов, неврологов и так далее, да, то есть профильных специалистов. Очень рекомендую обращать внимание на тело. Сейчас из-за того, что большой переизбыток времени мы тратим на информационные технологии, страдают банальные вещи, как спорт и досуг физический, да, делайте периодически какие-то именно вылазки, допустим, семейные, если это возможно, где можно физически подвигаться, потому что у этих деток бывает нарушен контакт и осознавание своих телесных проявлений, процессов, то есть они свое тело плохо чувствуют. Есть крайний вариант, да, скажем так, проблемы нового поколения, это такие болезни, как гиперактивность и синдром дефицита внимания, и аутизм, да, мы берем такие две сейчас самые бум, скажем так, проблем детей нового поколения, и там огромное количество времени, когда занимаются коррекцией этой проблемы специалисты, они тратят на сенсорную интеграцию, на то, чтобы соединить эмоциональную сферу ребенка, интеллектуальную и телесную. То есть эти два момента, они проседают, поэтому обращайте внимание на эмоциональное состояние ребенка и на то, чтобы эмоционально общаться с ребенком, да, поддерживать его переживания, то есть как-то этот аспект не забрасывать. И второй момент, это по поводу физического развития и спорта, он важен всегда для современного поколения, особенно в силу того, что раньше мы проводили все время на улице, катаясь на коньках зимой и бегая допоздна летом, то сейчас этот аспект немножко страдает. Его обязательно нужно вводить в жизнь. Пані Дар'ю, дуже вам дякуємо за ваші поради. Власне, таку думку ми почули від психолога Дар'ї Селіванової. Тож, давайте будемо виховувати нове покоління правильно, бути більш чуйними та уважними до їх потреб і виховуємо нову українську націю правильно. Вже за декілька хвилин ми повертаємося у студію, будемо говорити про приватизацію. Не перемикайтеся.